Основная тема Манаса – это тема военных походов легендарного киргизского богатыря в Афганистан, Среднюю Азию и Китай. Манас, Нина Семеновна уже говорила, кроме того, он включен также в книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное поэтическое произведение. Содержание Манаса огромно и не вмещается ни в какие тома. Я знаю такого человека, лично была знакома, монасчи, который исполняет Манас и держит в голове огромные куски текста, и в период исполнения он импровизирует и не знает, как дальше сложится его содержание этого эпоса. Сейчас много ученых занимаются изучением эпоса, и он сам является ученым, доктором наук, который изучает эпос. Сейчас он прислал видеоролик, который вы посмотрите и услышите исполнение Манаса. Он является одним из известных сказителей трилогии эпоса Манас, член Национального совета писателей Кыргызской республики, заслуженный деятель Кыргызской республики, доктор филологических наук по специальности фольклористика, доцент, почетный профессор Иссык-Кульского университета имени Тыныстанова, является одним из видных манасоведов, исследователей трилогии Манас. Пожалуйста, включите ролик. Кыргызский героический эпос Манас – это один из крупнейших эпосов народов мира. На сегодняшний день имеется более 60 вариантов, и среди них самым крупным вариантом эпоса Манас является вариант Саакбая Каралаева, который насчитывает 500 553 стихотворных строк. Этот вариант состоит из 6 частей. Манас прежде всего является духовным явлением. Когда мы говорим, что Манас — это героический эпос, это лишь одна сторона, которая выявляет суть Манаса.
Спасибо.